3 ордена мужества и 10 медалей за отвагу. Сегодня награды нашли своих героев. Руководитель региона Махмуд Али Калиматов приветствовал всех участников и подчеркнул, что, неся службу на наиболее напряженных участках, сотрудники регионального управления Росгвардии выполнили сложнейшие задачи, поставленные перед войсками, и достижения их по достоинству оценены решением президента Владимира Путина. Это большой труд, потому что он сопряжен жизнью и смертью. Поэтому это надо иметь мужество, это надо иметь внутреннее достоинство, честь, и вы его выполняете. Особенно хочу сказать командиру и руководству. Вам спасибо, потому что каждая сохраненная жизнь, и у нас есть, к сожалению, потери, долгеш дол царя, но мы знаем одно, нам предки завещали, сегодня вы продолжатели, а завтра и многие века, я вам скажу, века, всегда будут гордиться вами, сегодняшними героями. Росгвардейцы вносят сегодня в летопись воинской славы России примеры беззаветного служения своему Отечеству, высокий боевой дух, выучку, умение эффективно выполнять поставленные командованием задачи. Настоящие герои. Вручая эти награды государственные, я испытываю гордость за то, что наша страна никогда не оскуднеет на настоящих защитников и патриотов. Сергей Захаров отметил храбрость и профессионализм отмеченных наградами военнослужащих. По его словам, цель их была трудной, а подвиг был совершен с проявлением высокой выучки и морально-психологических качеств. Все прекрасно понимают, какое мужество проявили наши бойцы, наши офицеры отряда, при этом проявив высокую выучку, ну и, конечно, морально-психологические качества. И поверьте, как и все военнослужащие Министерства обороны и Росгвардии, проявляют при этом мужество, героизм и отвагу. За это им говорим огромное спасибо. Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова огромной благодарности родителям наших героев, их родным, близким за воспитание, за терпение. Глава республики напомнил, что жители Ингушетии в настоящее время от всего сердца оказывают моральную и материальную помощь семьям защитников нашего государства. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Рахман Цуров, Новости 24.